Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 25 Oktober melaporkan militer Rusia total kehilangan 685.910 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.630 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 7 tank, 34 sistem artileri, 73 pesawat tanpa awak, dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.097 tank, 18.287 kendaraan tempur lapis baja, 27.365 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.753 sistem artileri, 1.238 sistem roket peluncur ganda, 982 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.670 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Mr. President Keir Simmons. Господин президент Кир Симмонс, NBC News. Господин президент, спутниковые снимки говорят о том, что в России находятся северокорейские войска. Что они здесь делают? И разве не является это серьезной эскалацией войны на Украине? Господин президент, также осталось несколько недель до выборов в США. Россию вновь обвиняют в вмешательстве, говорить о том, что у вас были частные разговоры с бывшим президентом Трампом. Были ли у вас разговоры с ним и о чем вы говорили? Давайте начну с первой части вашего вопроса. Снимки, они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают. Хочу обратить ваше внимание на то, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего Соединенными Штатами. Было даже публично объявлено, сколько денег администрация тогдашней США истратила на подготовку и организацию этого госпереворота. Разве это не путь к эскалации? А затем нас в течение 8 лет обманывали, когда говорили о том, что все хотят разрешить конфликт на Украине мирными средствами путем Минских соглашений. Позднее, и вы наверняка тоже это слышали, ряд лидеров государств Европы прямо сказали, что они нас обманывали, потому что использовали это время для того, чтобы вооружить украинскую армию. Разве это не так? Это так. Теперь дальнейший шаг эскалации заключались в том, что западные страны начали активно вооружать киевский режим. До чего дело дошло? До прямого участия военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте. Потому что мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО, и как они осуществляют эту работу. То же самое касается инструкторов, военнослужащих, не наемников, а военнослужащих. То же самое касается использования высокоточного оружия современного, в том числе таких ракет, как «Атакамс», «Шторм Шедоу» и так далее. Украинские военнослужащие не могут этого делать без космической разведки, целеуказаний и программного обеспечения западного производства. И только при прямом участии офицеров стран НАТО.
Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой. Как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья 4. И мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации этой статьи 4 этого договора. Но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс. Во всяком случае, российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й и 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Липцев, Волчанска, Охримовки и Журавлевки. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 2 гаубицы Д-30, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригады ВСУ, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестовое, Новоегоровка, Балки, Оливовский Яр и Серебрянского лесничества. Отражены 3 контратаки штурмовых групп 60-й и 67-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, 4 пикапа, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицу М198, 2 гаубицы М114, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильных бригад, 37-й бригады морской пехоты в районах Семеновки, Дальнего, Звановки, Северского, Веселого Гая, Ильинки, Елизаветовки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 785 военнослужащих, 3 бронетранспортера М113, 8 автомобилей, 2 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 3 105 мм орудия М119. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в группе обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригады, 38-й бригады морской пехоты, 109-й, 122-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Дзержинска, Дружбы, Розовки, Сухой Балки, Гришина и Зари. Отражены 11 контратак в формировании 23-й, 93-й, 100-й механизированных 5-й штурмовой бригад, 38-й бригады морской пехоты, штурмовой бригады «Людь», 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял до 465 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 бронетранспортера М113, 3 боевые бронированные машины «Козак» и «Хамви», 10 автомобилей, 152 мм гаубицу МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 117-й бригады территориальной обороны, 48-го штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Шахтерское, Трудовое, Новополимакаровка. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина,
4 автомобиля, 2 гаубицы М198, орудие Д-20. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 35-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й, 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Велетенского, Инженерного, Львова и Ингульца. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 6 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 152 мм буксируемая гаубица М100Б. Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Ирис-Т» и склад боєприпасів. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працює наша кримська платформа, її парламентський вимір. Вдячний Руслану Стефанчуку та всім, хто залучений за організацію роботи. Більше 70 делегацій-учасниць – це хороше, широке представництво. Цього року платформа працює у Латвії. І сьогодні я звертався до учасників саміту, закликав підтримати план перемоги. Знаю, що пункти плану достатньо глибоко і детально обговорювались, і важливо, щоб ми працювали з нашими партнерами не тільки на найвищому політичному рівні заради виконання плану, але й на всіх політичних та суспільних рівнях. Дуже важливо бути об'єднаними, максимально зрозумілими світові у наших мотивах, у наших потребах, у нашій можливості спрямувати цю війну курсом до справедливого завершення. Також окремо я хочу відзначити, що сьогодні на Кримській платформі багато працювали і щодо пунктів нашої формули миру, зокрема пункт про територіальну цілісність та виконання статуту ООН. Сьогодні у День Об'єднаних Націй це важливо, що світ не забуває про цілі та принципи статуту ООН, про мету створення цієї організації, хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам вказань, а не змісту статуту ООН. Все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення. Дякую усім, хто допомагає у цьому Україні. Сьогодні ж взяв участь у роботі президії Конгресу місцевих та регіональних влад, закликав так само працювати з планом перемоги на рівні громад, як ми працюємо на рівні всієї держави. Зв'язки між регіонами, між громадами, між містами принципово важливі для того, щоб суспільства інших країн відчували, що саме може Україна і як саме ми можемо наблизити мир. Всі разом. Ще одне. Сьогодні я провів засідання Ставки. На ньому, як і завжди, було багато різних питань. Я хочу зараз зупинитись на особливому дорученні членам Ставки та іншим нашим посадовим особам. Зараз Україні треба наповнити внутрішній план посилення. Такий план, який разом з планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року. План перемоги спрямований на партнерів, на їхню визначеність, яким є місце України в архітектурі безпеки. Чи готові вони, щоб Україна перемогла? Чи хочуть партнери бачити післявоєнну систему безпеки дійсно надійною? План перемоги, якщо буде виконаний партнерами, дасть всі відповіді. І зрозуміло, що є внутрішня частина роботи, позиції на фронті і в тилу, те, що потребує посилення, питання справедливості в Україні, яке стоїть надзвичайно гостро, наша економіка, наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей, захист від російської дезінформації, соціальний захист людей. Багато напрямів потребують чітких відповідей. Які кроки ми робимо та хто відповідальний за реалізацію конкретних кроків. Цей внутрішній план посилення гарантуватиме Україні також і єдність, коли працюєш заради держави, відчуваєш, що ти з державою, з мільйонами таких же людей, які хочуть, щоб Україна перемогла. І так має бути. Я дякую всім, хто з Україною. Слава всім нашим людям. Слава Україні! Download Tribun X sekarang,
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.